Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». Из студии в Вашингтоне с вами Наташа Мозговая. Сегодня в программе: в ожидании электронных пропусков, многокилометровые очереди на блокпостах на востоке Украины. Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов об ухудшении обстановки в России. В Сочи от наводнения пострадали жители, которых 2 года назад переселили в связи с Олимпиадой. Начинаем с новостей из Праги. Екатерина, пожалуйста. Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. Я Катерина Кочкина. Здравствуйте. Поселок Саханка Донецкой области подвергся сильному обстрелу в ночь на четверг. Предположительно, обстрел велся из 120-миллиметровых минометов, что является грубым нарушением минских договоренностей. Погибших нет. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ прибыла в село Саханка, чтобы зафиксировать повреждения от обстрела. Направление, с которого велся обстрел, выясняется. Электронные пропуска в зоне конфликта на востоке Украины обещают ввести уже на следующей неделе. В СНБО говорят, что новая система поможет бороться с очередями и коррупцией на блокпостах. На один из контрольно-пропускных пунктов отправилась моя коллега Инна Вареница. На личном авто или пешком только так можно попасть на территории непризнанных Донецкой и Луганской республик. Украинские власти запретили автобусные перевозки через блокпосты. Первую неделю людям приходилось ждать более суток в очереди на пограничном пункте пропуска. А к следующему блокпосту, за которым ждут автобусы с территории ДНР, идти пешком еще 15 километров. Домой иду, уже не иду, а ползу скоро по-пластунски поползу. Сил нету, говорю, пропустите, я потихоньку уже пойду. Чтобы проехать 15 километров между блокпостами, водители-спекулянты просят от 50 до 200 гривен с одного пассажира. Пенсионер Валерий Владимирович из Артемовска ходит пешком. Ему идти 3 километра до его дачи. Говорит, что очереди на посту стали в разы меньше. Там дачка у меня. Вот, иногда пешком хожу, иногда подвезут. Ну просто я хочу сказать, когда были автобусы, очередей больших не было. А сейчас вот такая беда. Ну сейчас лучше, легче, все хорошо. На блокпосту сейчас работает вдвое больше пограничников, потому через блокпост может пройти больше людей. В день более 1000 человек пересекают линию разграничения. Тем не менее, за чертой ежедневно вынуждены оставаться десятки людей, признаются пограничники. Это те, кто не смог подать документы на пропуск и попал к шарлатанам. Был случай, когда женщина приходила и говорила: «Я подавала документы, чтобы получить пропуск». Показывает электронный адрес, на который она отправляла документы, например, Людмила Попова. А это обычный электронный адрес обычного пользователя. И хотя украинские власти утверждают, что новая система электронных пропусков исключит взятки, в Донецке уже сейчас расклеены объявления с телефонами посредников. Инна Вареница для «Настоящего времени» из Донецкой области. Бесплатные протезы для тяжелораненых украинских военнослужащих. Сегодня в них нуждаются несколько сотен человек. Наш корреспондент Ирина Любич встретилась с одним из них. Владимир Вишневский потерял ногу прошлой осенью в бою под селом Смелым Луганской области. Еще во время лечения в госпитале встал вопрос о протезировании. Было много предложений ехать за границу на протезирование. Швейцария, Англия, Германия. Куда только не предлагали. Рекомендовать бойца на протезирование за границей может лечащий врач, но последнее слово за пациентом. Приехали с протезного завода, забрали меня, все показали. Стационар, тренажеры, процесс изготовления протезов. Остался доволен. В тот же день сняли мерки культи. И буквально через 2 недели перезвонили, сказали, что протез готов. Приезжайте. Получил протез совершенно бесплатно. Его изготовление и пожизненное техническое обслуживание оплачивает государство. На протезирование одного бойца мы выделяем в 3 раза больше денег, чем раньше. Если в сумме, это до 200 тысяч гривен. Но если за границей, 609 тысяч. Если сложный случай, мы вносим изменения, чтобы было около 1 000 000 гривен. Иностранные протезы гораздо лучше украинских, говорят специалисты. Но с сервисом будут проблемы. В случае поломки необходимых деталей в Украине может и не оказаться. Поехали люди, за большие деньги сделали в Австрии протез. Человек приехал, и он им не может пользоваться, потому что он требует определенных процедур, которые связаны с приспособлением человека к этому протезу. Украинские производители стоят на своем. Отечественные протезы ничем не хуже. Большую часть деталей поставляют за рубежа. В Министерстве социальной политики признают, делать протезы нового поколения украинские заводы еще не научились, но работают в этом направлении. Ирина Любич, «Настоящее время», Киев. В Киеве на выставке «Народная оборона-2015» была представлена униформа для женщин-военнослужащих. За образец было взято обмундирование и снаряжение израильской армии.
Военная форма этой страны отличается прочностью, комфортабельностью и стойкостью к любым погодным условиям. Мы специально разработали именно для женщин. Она удобна, так как специальная размерная сетка и размеры, которые приспособлены к женщинам. Здесь очень много карманов на рубашке, рубашка-китель, для документов, множество липучек, множество змеек, карманы именно идут прямые, не косые, как сейчас принято. Также удобно тем, что в летнее время можно рубашку подкатить. Также у нас есть вентиляционные сеточки сзади. При ходьбе они складываются и не попадает ни дождь, ни грязь именно, но при этом происходит вентиляция. А еще о том, что мы говорили про сеточки, сеточка тоже есть, которая застегивается на молнию. В Одессе прогремел очередной взрыв. На этот раз пострадало кафе, владельцы которого активно поддерживают евроинтеграцию Украины и действия ВСУ на востоке страны. Организаторы до сих пор не установлены. Война в Украине находит отражение не только в сводках новостей, но и в работах реконструкторов. Фрагменты происходящего в зоне конфликта старательно воссоздают в диорамах, а сувенирная продукция пользуется огромным спросом. Материал моего коллеги Всеволода Ананьева. Украинские солдаты, фортификационные конструкции и даже бронированная машина. В квартире у одессита Евгения Капуки целый блокпост. С детства увлекаясь реконструкцией войн в диорамах, Евгений решил посвятить этому хобби все свободное время. И таким образом отражать наиболее важные военные конфликты современности. События в нашей стране, которые достаточно трагичные, они сказались, конечно, не могли не сказаться на моей работе. Пришла идея создать такую диораму, посвященную героическим событиям. Машины и танки украинец собирает своими руками. Военным расписывает лица и одежду, а также создает ландшафт из подручных материалов. Роспись одного лица солдата может занять несколько часов, а фигурки всего бойца – около суток. Что уж говорить о крупногабаритной технике. Новинка китайской фирмы – это украинский тягач. То есть на коробке уже написано, что это украинский, а не русский или советский. Он зачастую, в основном у нас стоит на вооружении. Это танк Т-64БВ, модель танка Т-64БВ, но достаточно старая модель, мне пришлось ее немножко здесь переделывать. Евгений далеко не единственный мастер, работающий с тематикой украинского конфликта. По словам его коллеги по цеху Владимира Гончаренко, сейчас спрос на подобные работы чрезвычайно высок. Делаю как для себя, от души, но при этом делаю, чтобы диорамы были виньетки или небольшие диорамы, чтобы они могли расположиться на офисном столе, на небольшом каком-то месте. Сувениры с игрушечной украинской армией у мастеров долго не залеживаются. И это при том, что стоимость самых скромных композиций начинается от $100 США. Всеволод Ананьев, Сергей Гончаренко. Настоящее время. Одесса. Украина с 1 июля приостановила закупки российского газа. Трехсторонние переговоры в Вене, в которых помимо представителей «Нафтогаза» и «Газпрома» принимали участие члены Еврокомиссии, завершились безрезультатно. Подробности в репортаже Марии Яблонской. Киев в среду приостановил закупки российского газа. Переговоры о цене, проходившие в Вене при посредничестве Еврокомиссии, завершились безрезультатно. Министр энергетики Владимир Демчишин заявил, что Украина будет покупать газ у других стран до тех пор, пока не договорится о более выгодной цене. Во втором квартале года Украина покупала у России газ по цене $247 за 1000 кубов. Но срок соглашения истек 30 июня. Киев теперь добивается цены $200. Москва настаивает на сохранении прежней. «Нафтогаз» уверяет, несмотря на приостановку закупок, Европа не пострадает. Это подтвердил и вице-президент Еврокомиссии. Украинская и российская стороны твердо пообещали, что транзит газа в Европе будет идти бесперебойно. По мнению Мароша Шефчевича, при участии которого проходили переговоры о цене, их провал не красит ни одну из сторон. Я не думаю, что это хорошо для России, которая стремится сохранить статус надежного поставщика, и неблагоприятно для украинцев, ведь они, очевидно, хотят иметь репутацию надежных транзитеров газа, что им и удавалось в последнее время, несмотря на крайне трудные обстоятельства. В «Газпроме» полагают, что в третьем квартале этого года цена для украинских потребителей составит без скидки $287, а в четвертом квартале $262 за 1000 кубов.
Прокомментировать сложившуюся ситуацию мы попросили старшего аналитика по нефтегазовым рынкам стран СНГ Анну Гольцову. На данный момент «Газпром» не использует это как прямое оружие давления, да, хотя упоминает об этом факте. Упоминает, что этот козырь, грубо говоря, можно назвать козырем, что он у него там еще лежит. Просто, да, обе стороны имеют и сильные позиции, и причины, по которым они, скорее всего, будут готовы уступить друг другу. И причина основная – это то, что и Украина, и Россия хотят быть стабильным поставщиком газа в Европу зимой. Передаем слово Вашингтону. Наташа, эфир ваш. Пентагон опубликовал национальную стратегию, которая определяет то, как вооруженные силы США намерены реагировать на новые угрозы и вызовы. Отдельным пунктом в документе упомянута Россия. Ее оборонное ведомство характеризует как одну из ревизионистских стран, нарушающих нормы международного права и суверенитет соседей. О различных мнениях на этот счет рассказывает Роман Мамонов. Восточная Европа привыкает к новой, а может быть, просто хорошо забытой реальности. Еще несколько лет назад по обе стороны границы Старого Света и России тучи ходили хмуро, а теперь громыхают танки и воют двигателями самолеты. Москва изматывает соседей нежданными рейдами дальних бомбардировщиков и опасными маневрами истребителей. Европа отвечает маневрами у самих границ России. Аннексия Крыма и агрессия на востоке Украины перечеркнули все усилия по налаживанию мирного диалога НАТО и Москвы. Майские заявления Владимира Путина о боевой готовности ядерных сил во время захвата Крыма и последние высказывания о постановке на боевое дежурство 40 новых баллистических ракет ясно дали понять, Кремль вооружается и Западу придется на это отвечать. Тот факт, что сам Путин объявил об этом и к тому же подчеркнул, что они смогут преодолевать самые совершенные системы ПВО, то есть очевидно американские, означает, что он не только льстит национальной гордости, но и посылает сигнал США. В этом есть доля провокации. Но США и НАТО должны отнестись к этому очень серьезно. Это не просто риторика, агрессивная и провокационная. Россия действительно вооружается. Она повышает градус противостояния. Запад уже ответил на действия России экономическими санкциями и усилением военного присутствия в регионе. Американские инструкторы обучают украинских солдат, в Латвию доставили танки и бронетехнику, но США и НАТО должны действовать еще жестче, раз уж Владимир Путин уважает только силу, считают эксперты. Россия явно показала, что готова менять границы, применяя силу. НАТО должно ответить на эти шаги Путина с помощью заблаговременного размещения тяжелой техники в Центральной Европе, размещения на постоянной основе американского контингента, формирования сил быстрого реагирования. Ответом также может быть размещение современных ракет «Патриот-3», которые смогут перехватить ракеты «Искандер». Но эксперты согласны и с тем, что любые действия НАТО и США будут восприниматься Москвой как провокация, ответом на которую станут новые военные инициативы. Некоторые аналитики полагают, что обострение в отношениях ставит под угрозу будущие договоров о сокращении ядерных арсеналов и ракет средней и малой дальности, а это означает дестабилизацию в глобальном масштабе. Впрочем, отсутствие жесткого ответа со стороны Запада на действия Кремля может быть воспринято как слабость и привести к еще более непредсказуемым последствиям. Роман Мамонов, Анатолий Кашенко. Настоящее время. Вашингтон. Ну и, кстати, сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что критические эпитеты в адрес России, которые содержатся в новой военной стратегии Пентагона, не способствуют нормализации отношений России и США. Из потенциальных внешних врагов на врагов внутренних. Именно так назвал в свое время Алексея Венедиктова Владимир Путин. С главным редактором радиостанции «Эхо Москвы» во время его визита в Вашингтон поговорил Александр Панов. Алексей Венедиктов – в прошлом школьный учитель с 20-летним стажем. Последние 17 лет главный редактор радиостанции «Эхо Москвы». В Вашингтонском фонде Карнеги отвечал на многочисленные вопросы американцев о российских СМИ и о российской политике. Венедиктов, признающийся в том, что ни разу в жизни не голосовал за Путина, входит в узкий круг руководителей СМИ, с которыми президент встречался с глазу на глаз и даже назвал врагом. Есть враги, есть предатели. Враги – это те, с кем ты ведешь войну, потом заключаешь перемирие, потом заключаешь мир, потом делишь награбленное. Это враги, они открытые, глаза в глаза. И с ними все понятно. Если говорить о предателях, то это люди, которые были вместе с тобой в команде, а потом неожиданно ударили тебе в спину. Вот к ним у меня никакой пощады, никакого сожаления. Естественно, я спросил, я в этой классификации кто? Он сказал, ну вы враг, Алексей.
Это было как орден. Президент превратил внешнюю политику во внутреннюю. Он уничтожает конкуренцию во всех сферах жизни. Россия охвачена постимперским синдромом. И Путин четко уловил умонастроение и комплексы большинства. Для вашингтонской аудитории многие вещи прозвучали откровением. На мой взгляд, сейчас президенту Путину очень комфортно. Он как бы вернулся в молодость. Я хочу напомнить, что по своему воспитанию и образованию Владимир Путин – это офицер брежневской эпохи. Это эпоха холодной войны. Это эпоха двух супердержав, и совершенно понятно, как себя было вести. А перестройка, перезагрузка, все очень сложно и некомфортно. Сейчас он понимает, что вот враг, вот поле битвы, вот интересы, вот временные союзники. Очень хорошо. В этом году 25 лет радиостанции исполняется. Если сравнивать тогда и сейчас, за четверть века, было много изданий, которые представляли разные точки зрения. Сейчас вы как утес на выжженном поле. Да, я думаю, что монополия в любом виде это плоха. И, конечно, в 90-е годы, когда была конкуренция, мы быстрее бегали. А сейчас мы, конечно, некая окаменелость и некий утес, но при этом мы и все молнии Зевсова принимаем на себя. Все-таки раньше они как-то распределялись более справедливо. Это очень важно демонстрировать принципы, даже когда ты начинаешь крошиться. Ходят легенды про ваше умение найти баланс, балансировать, вести станцию между рифов и отмелей. Но, однако же, сейчас, в связи с ухудшением общей ситуации в стране, ожидаете ли вы, что гайки на медиаполе будут еще больше закручены? В стране ситуация ухудшается, в первую очередь, экономически, и во вторую, политически. И понятно, что государство пытается вести дополнительный контроль за медиа. Я совершенно здесь не исключение. Эхо уязвимо по-прежнему. И мы видели в прошлом году такую волну атаки во главе с Михаилом Юрьевичем Лесиным, которую удалось отбить, применяя все возможные средства. Сейчас идет вторая волна атаки. Мы это видим по тому, например, как был принят закон об иностранных владельцах медиа. И вот газета «Ведомости» уже продана, и неизвестно, кому она продана. Напомню, что у «Эхо» есть пакет в 34% в Соединенных Штатах Америки, хотя он принадлежит российским гражданам, но формально мы его должны раскассировать. Как только мы его раскассируем, то, конечно, «Эхо» будет более уязвимо и под большим давлением. Мы это понимаем и пока не знаем, что с этим делать. Но и при этом я бы добавил, что общая ситуация в стране политически, на мой взгляд, ухудшается. Кто виноват, что в России профессия журналиста из престижной стала восприниматься как продажная и обслуживающая власть? Что делать, чтобы сбить мощную волну антиамериканизма? И, наконец, что слушал Алексей Венедиктов на волнах «Голоса Америки» в 70-е, 80-е годы? Ответы на эти вопросы смотрите в итоговом выпуске «Настоящего времени» в субботу. Приближается 20-я годовщина резни в Сребренице во время Боснийской войны. Великобритания распространила проект резолюции Совета Безопасности ООН, который решительно осуждает геноцид в Сребренице и тех, кто отрицает его. При этом представители России в ООН утверждают, что британский проект сеет раздоры и фокусируется только на одном аспекте конфликта. Посол США в ООН Саманта Пауэр, которая в свою бытность журналистом освещала войны на Балканах, а позднее написала книгу о геноциде, за которую получила Пулитцеровскую премию, Саманта Пауэр считает, что люди, отрицающие геноцид в Сребренице, лишь унижают себя. Ее комментарий нашему корреспонденту Маргарет Бешер. Те, кто отрицают геноцид, оторвались от реальности. Они пытаются исказить исторические факты, которые подробно документировались на протяжении 20 лет. Нужно лишь пойти и посмотреть на очередную эксгумацию останков, которая будет в этом году. Я видела, как это происходило в 5-ю годовщину, 10-ю, 15-ю. Я была в Сребренице и видела, что эти семьи все еще скорбят, потому что не могут найти останки своих любимых. Люди могут пытаться говорить, что это не было тем, чем это было, что за этим никто не стоит, но они лишь ставят себя в неловкое положение. Стоит отметить, что трибунал ООН по военным преступлениям в бывшей Югославии и Международный суд ООН установили, что массовое убийство в Сребренице являлось геноцидом. Документ, новая резолюция, также призывает к привлечению виновных к ответственности и просветительской деятельности среди будущих поколений с тем, чтобы не допустить повторения подобных злодеяний. Передаем эфир коллегам в Праге. Катя? В Сочи продолжается ликвидация последствий недавнего наводнения. В центре города активно восстанавливают дороги, укладывают тротуарную плитку и восстанавливают покрытие проезжей части. На время ремонтных работ центр Сочи частично перекрыт. От наводнения сильнее всего пострадали жители Сочи, которых власти 2 года назад в связи с Олимпиадой отселили в районы с потенциальной опасностью затопления.
Наш корреспондент Андрей Королев встретился с одной из таких семей. В течение нескольких минут семья Матвеевых из Западного Дагомыса потеряла сразу 2 дома. Муж остался дома, и буквально через полчаса он нам звонит, что ушел первый дом. Я тогда вернулась на территорию, здесь уже было много народу. Все помогали выбрасывать то, что осталось на летней веранде за порог. И тогда уже ушел второй дом. История 2 матвеевских домов для Сочи типична. Во время строительства Олимпиады власти распродавали земли частникам в местах, непригодных для проживания. Все берега, все поймы, они все проданы. Везде стоят дома, везде идет застройка. И по всему течению реки, везде русло, завалы деревьев, они не чистятся. А все списалось на Олимпиаду. Все для спорта, все для победы. Сочинские власти наложили строжайшее табу на обсуждение последствий недавнего наводнения, однако причины природных катастроф настолько очевидны, что скрыть их невозможно. Должен быть генеральный план, должны быть проведены планировочные документации, должны быть запланированы зеленые зоны, зоны строительства промышленных объектов, зоны строительства жилого комплекса, частный сектор. И в том числе площадки для ликвидации последствий ЧС. В эти дни сочинские власти избегают журналистов и подсчитывают убытки. Счет идет на сотни миллионов рублей. Сочинская мэрия обещает пострадавшим компенсации от 10 до 300 тысяч в зависимости от степени ущерба. В окрестностях Красноярска появилось озеро, которое горожане уже прозвали между собой озером мечты. Современный пляж несколько лет строит местный фермер, параллельно выращивая зерно и скотину. Почему в крае, где сотни озер, другого такого нет, в репортаже Юлии Лебедевой. Каждый день на это озеро в окрестностях Красноярска приезжают тысячи горожан отдохнуть и освежиться. Глядя на толпы отдыхающих, сложно представить, что еще несколько лет назад искупаться здесь решались только самые отчаянные, да и то зачастую с риском для жизни. Умирающий водоем купил фермер Анатолий Адашкин. Сначала для полива своих полей, а потом решил, что болото может превратиться в настоящий курорт. Просто реально, что здесь раньше было, это вообще просто небо и земля, разные вещи. А что здесь раньше было? Ну, здесь оно как бы раньше плохое было, все такое заросшее, сейчас, облагородили, устроили, по-человечески сделали. Пляж песчаный, пляж гравийный, газоны, душевые, благоустроенный туалет, спасатели, медики. Казалось бы, обязательный минимум для цивилизованного отдыха. Но на весь Красноярский край, где сотни озер, таких условий практически больше нет нигде. Чаще всего бизнесмены ставят шлагбаум и просто собирают деньги за въезд на пляж, ничего не гарантируя взамен. Тем более, что нет никакого закона, обязывающего идти навстречу клиентам. Поэтому и выглядит большинство водоемов просто ужасающе. Если бы не упорство фермера, вряд ли бы и это озеро отличалось от остальных. Вопреки, не благодаря, вопреки, потому что можно было давно бросить, много же проблем. С чиновниками много проблем было. Знаете, у нас если просто не идти по течению, ничего не будет. Много пытались и подножку, пытались там запретить, пытались там и прочее. Но вот тут точно вопреки. Сейчас городские краевые чиновники это озеро называют особенным и везут сюда гостей. Но развивать его фермер продолжает только за свой счет. Поддержку ему оказывают исключительно моральную. Пример, кстати, оказался заразительным. По соседству еще один бизнесмен всерьез взялся за заброшенный водоем. Сам же Анатолий Адашкин собирается строить рядом контактный зоопарк с животными из личного подсобного хозяйства, зимой открыть стадион для лыжников и построить водопад. Правда, только если банки кредитовать не перестанут, а чиновники мешать. Время передавать слово в Вашингтон. Наташа, эфир ваш. Спасибо, Катя. 6 сгоревших протестантских церквей в 5 американских штатах. Таков печальный итог событий, произошедших в течение всего одной недели. Единственным утешением для пострадавших религиозных общин стало то, что в ходе инцидентов никто не погиб. Тем не менее, правоохранительные органы, начавшие расследование в отношении каждого ЧП, уже установили, что по крайней мере в 3 случаях пожар был не случайностью, а поджогом. Вполне вероятно, что преступления совершены на почве расовой ненависти. Подробности в материале Вадима Оленчева. После массового убийства 17 июня, когда в церкви Эммануила в Чарльстоне, штат Южная Каролина, были застрелены 9 человек, каждый из 6 пожаров в протестантских церквях американского юга вызвал у полиции и ФБР обоснованные подозрения. Тем более, что все эти приходы тоже посещают в основном представители чернокожего населения. Нет сомнений, что с момента кровопролития в Чарльстоне в Южных Штатах Америки возникла расовая напряженность. Она, в частности, выразилась в многочисленных демонстрациях с требованиями запретить использование флага конфедерации и в попытках убрать его с флагштоков как символ рабовладельческого юга. Сразу же вслед за этим в Южных Штатах заполыхали афроамериканские церкви.
21 июня среди ночи загорелась адвентистская церковь Ноксвилла в штате Теннесси. Кто-то намеренно поджег снопы сена и подбросил их в храм. Буквально через день произошел пожар в церкви Мейкона, штат Джорджия. В том, что это тоже был поджог, нет никаких сомнений, так как ручки на дверях здания были завязаны проволокой, чтобы никто не мог попасть внутрь и потушить пожар. Стены здания удалось спасти, но вся крыша обвалилась, и теперь общине нужны деньги на ремонт. Когда мне сказали о пожаре, я была просто в шоке и воскликнула: «Да вы что, наша церковь горит!» Когда же я приехала сюда, то просто расплакалась. Всего сутки спустя, 24 июня, в полицию Шарлотта, Северная Каролина, поступил сигнал о возгорании в местном баптистском храме. К моменту, когда пламя было потушено, церковь была почти уничтожена. Ущерб от огня оценивается в $250 000. Правоохранительные органы и в этом случае определили случившееся как поджог. После 3 инцидентов у полиции Южных Штатов не осталось сомнений в том, что по региону пошла волна насилия и что нужно принимать меры. В местной прессе появились статьи, авторы которых заявляли, что насилие в церквях, которые посещают чернокожие прихожане, это удар в самое сердце афроамериканской общины. Но через 2 дня, 26 июня, на юге США загорелись еще 2 храма. Один, тоже баптистская церковь, но на этот раз в городке Уорренвилл, штат Южная Каролина. Огонь уничтожил практически все личное имущество пастора церкви, но причина пожара еще выясняется. Мы сделаем выводы по результатам расследования, но сейчас заявлять что-либо пока рано. Когда стало известно еще об одном инциденте в Южной Каролине, имевшем место в минувший вторник в городке Грилливилл, ни у кого из местных жителей уже не оставалось сомнений, что это тоже преступление на почве ненависти. Тем не менее, как раз в этом случае, скорее всего, произошел несчастный случай – возгорание в результате удара молнии. Но местным органам власти и так есть над чем задуматься. Мишенью преступников стали уже и афроамериканцы, и верующие прихожане, и памятники старины. Вадим Оленичев, Анатолий Кошенко. Настоящее время. Вашингтон. На фоне обострения ситуации в зоне конфликта украинская диаспора США активизировала усилия по сбору и отправке в Украину гуманитарной помощи. Однако их акции не ограничиваются лишь материальной поддержкой. Многочисленные некоммерческие организации, которые базируются в США, решили помочь детям из Восточной Украины, используя культурную дипломатию. Подробности в сюжете Ануша Витисян. «Музыка – это моя жизнь», – говорит 9-летняя Кристина Михайличенко, победительница международного конкурса пианистов в Голландии. Она переехала с семьей в Киевскую область из аннексированного Крыма еще в апреле прошлого года. Сегодня эта юная пианистка приехала в Вашингтон с благотворительным концертом. Своей музыкой Кристина помогает таким же, как она, молодым и талантливым беженцам из Восточной Украины и Крыма. Музыка веселая, какой-то добрая, очень Моцарта, когда я играю Бетховена, она очень веселая, добрая музыка. Благотворительный концерт под руководством европейского пианиста украинского происхождения Дмитрия Суховиенко организован при поддержке различных негосударственных организаций США, которые помогают украинским беженцам. Собранные средства будут направлены в Украину в помощь детям из зоны АТО. Я хочу, чтобы у украинских детей даже в такие тяжелые времена была возможность самореализоваться. Например, как у Кристины из Крыма, которая в результате этих событий была вынуждена оставить все в поисках безопасности. В результате конфликта на востоке Украины беженцами стали более 2 миллионов человек. Более 800 тысяч жителей, по данным ООН, были вынуждены покинуть страну. Дети – это самая уязвимая часть населения. Военные действия в первую очередь оказывают влияние на детскую психику, говорит Дмитрий Суховиенко. Он организовывал за границей концерты с участием детей-переселенцев из Украины. Дмитрий считает, что музыка способна создавать светлый мир, несмотря на то, что реальный мир вокруг разрушается. Музыка она просто вам несет эту энергию, она всегда звучит актуально, она бессмертна. И это фактически на таком уровне мистическом, на такой энергии, которая подает всем нам это сообщение быть людьми, быть свободными людьми, уважать друг друга. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. В настоящее время Катерина Кочкина. Всего доброго и до свидания.